Предлагаем вашему вниманию обзор экономических, спортивных событий, чрезвычайных происшествий и новостей экономики. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Россиян обязали сдавать тест на коронавирус по возвращению из-за границы. Требование Роспотребнадзора распространяется на всех граждан, прибывающих в страну любым видом транспорта. На это отводится 3 дня. До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Тем временем премьер-министр одной из немецких провинций Мануэла Швезик заявила, что регион планирует приобрести до 1 миллиона доз вакцины «Спутник Ви». Предварительный контракт будет согласован с Министерством экономики. Цель договоренности заключается в том, чтобы после получения допуска от Европейского агентства лекарственных средств первые 500 тысяч доз препарата были доставлены в регион уже в начале июня, а вторые 500 тысяч также в максимально короткие сроки. Мануэла Швезик подчеркнула, что Европейскому Союзу и Германии не следует повторять ошибку, которая была сделана в отношении вакцины от компании BioNTech, и не откладывать закупку препарата на последний момент. Мы, как федеративное государство, решили, что мы хотим получить до 1 миллиона доз вакцины «Спутник Ви». Предварительный контракт сейчас обсуждается с министром экономики. Мы также довольно четко заявляем, что мы, как федеральная земля, можем выступить в качестве производственной площадки, а также предлагаем хорошие условия для этого. Положительный эффект российской вакцины от коронавируса отметил и президент России Владимир Путин. Об этом он заявил прессе после того, как получил второй компонент препарата. Президент отметил, что сделать прививку также необходимо людям, которые уже переболели коронавирусом, несмотря на наличие антител. «Берегите себя и своих близких» – это не пустая фраза, не пустые слова, заключил Путин. Без всяких побочных эффектов, явлений. Да, вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку. Все нормально. С утра утром позанимался спортом. Дошел, привился. Кстати говоря, и вот, как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть. То есть эти тела уже появились каком-то? Ну, так они сказали. Хороший иммунный ответ. Что это такое? Это надо у них спросить. Они лучше меня знают. Во всяком случае, эффект положительный. Никаких побочных явлений, как я уже дважды сказал, нет. Надеюсь, и не будет. Между тем, в Якутии 38 случаев коронавируса выявили за минувшие сутки. По данным регионального оперштаба, из них в Якутске заболели 26 человек. 3 случая зафиксированы в Алданском районе, по 2 в Нерюнгринском и Усть-Алданском. Еще по 1 заболевшему выявили в Кобяйском, Мегино-Кангаласском, Нюрбинском, Татинском и Тампонском районах. Массовая вакцинация в регионе продолжается. Количество поступившей вакцины в Якутию остается прежним. Это 110 812 доз. Первый компонент получили 87 539 якутян. Вторую вакцинацию прошли 53 826 человек. Таким образом, использовано почти 80% от поступившей в республику вакцины. Свой 70-летний юбилей отмечает главный врач якутского спид-центра Анатолий Кожевников. Его называют борцом с чумой 20 века. Огромный трудовой стаж, большой опыт работы. Анатолий Александрович за эти годы смог не только организовать целую службу по борьбе со СПИД. Центр переехал в новое современное здание и имеет одну из лучших в стране лабораторий по диагностике ВИЧ-инфекции. Ульяна Шагина подробнее. Утренние будни главного врача спеццентра Анатолия Кожевникова начинаются с посещения лаборатории. Просторное светлое здание, укомплектованное по последнему слову техники. Здесь понимают, что от точного диагноза может зависеть жизнь человека. Ведь ВИЧ – заболевание серьезное. Оборудование у нас очень даже современное. Например, по гепатитам у нас есть анализатор Кватро, называется он с Германии. Вот лазурит – это наш российский, инфекциями занимается. А ВИЧ-инфекцией занимается тоже анализатор Элиза, тоже российская. Очень хороший, мы довольны тоже.
В первые дни пандемии центр стал одним из главных диагностических центров новой коронавирусной инфекции. Более 1000 лабораторных проб стекались именно сюда. Врачи работали в 3 смены в круглосуточном режиме. А нам за 3 дня привезли более 1400 анализов. Это очень серьезная вообще нагрузка всей лабораторной службы республики была колоссальнейшая. Она ничуть не меньше, чем и те, кто лечебные, которые работали в красных зонах. По крайней мере, по ответственности и по интенсивности они абсолютно одинаковые. Сегодня в центре проведено уже порядка 300 тысяч анализов на ковид. Развернута красная зона. Коллеги Анатолия Александровича не скрывают. Не справились бы без организаторских способностей и профессиональной оперативности их руководителя. Конечно, очень все быстро это нужно было переобразовать, переделать. Все это Анатолий Александрович, имея возможности, связи и все прочее, и он быстро наладил всю эту работу. Охват РВТ у нас на сегодняшний день составляет где-то 82%. Так, до 90 нам нужно до конца года. Да, до конца года дотянуть 90. до 90. Анатолий Кожевников начал врачебную практику инфекционистом в Алданской центральной больнице, которую позже и возглавил. Многие сотрудники, интерны, которые работали под его началом, до сих пор находятся рядом с ним и, конечно, с теплотой вспоминают те годы. У нас не было слова «нет». Он сказал, вот надо работать. Мы дежурили бесплатно, тогда врачей не хватало. Вот надо, девчонки, там отработать, тут, пожалуйста, всегда. Но я что хочу сказать, я такого руководителя не встречала. В каком плане? Во-первых, у него никогда повышенного тона не было. Он всегда так спокойно пригласит, поговорит. Вот надо так сделать, и ему отказать-то было неудобно. Он вот так скажет, что действительно надо делать. Переехав в Якутск в 1998 году, возглавил уже республиканскую службу, где создал Центр профилактики ВИЧ. За 30 лет, переезжая из здания в здание, наконец-то обосновались. Под руководством Анатолия Кожевникова Центр СПИД обрел новое просторное 6-этажное здание. Здесь прием ведется с полным комфортом, как для врачей, так и для пациентов. Под его руководством создан центр, служба целая центра СПИД. И известна эта наша служба уже не только в республике, но и всей России. Все, которые мы проводим сейчас мероприятия, они все мониторируются, и наши показатели по центру нашему, они соответствуют, и некоторые показатели даже с каждым годом улучшаются. С 1996 года в регионе выявлено порядка 3000 людей с ВИЧ-статусом. Большая часть из них – это граждане Российской Федерации. Иностранных – 256. Кроме того, уже с выявленной болезнью прибыло в Якутию порядка 400 человек. По словам главврача, отношение к больным ВИЧ в целом в стране меняется. Ведь заболеть может каждый. И тут задача работников Центра психологической службы – помочь людям не уйти в себя, настроиться на пожизненное лечение и жить как все. У нас мы создали и у себя некоммерческую организацию «Наш дом». В ней есть еще, при ней это семья. То есть люди одинакового статуса могут, не называя себя, они приходить, они собираются, проводят у себя и какие-то вопросы, которые их мучают, которые они не могут задать. Под началом Кожевникова создана и школа пациента, задачей которой является повышение качества жизни ВИЧ-инфицированных людей. Сегодня все понимают, что ВИЧ может коснуться каждого. Есть статистика. 80% инфицированных социально благополучные граждане. И, конечно же, врачи советуют не отрицать своего диагноза. Своевременная терапия и современные методы лечения не дают вирусу разрушить иммунную систему. Ульяна Шагина, Георгий Охлопков, Якутск. Вернемся к теме COVID-19. Продолжают получать вакцину от коронавирусной инфекции и в районах республики. Сегодня с нами на связи наш корреспондент в Нерюнгри Екатерина Павлова. Катя, приветствую. Расскажи об уровне заболеваемости в вашем районе и поступила ли новая партия доз вакцины «Спутник Ви».
Приветствую, Сергей. По сегодняшней информации Роспотребнадзора, эпидобстановка в Нерюнгринском районе сегодня относительно спокойная. Уровень заболеваемости по респираторным инфекциям в Нерюнгринском районе не превышает эпидпорогов по всем возрастным категориям нерюнгринцев. Что касается коронавирусной инфекции, сегодня ситуация также стабильная, хотя новые случаи регистрируются. Все это говорит о том, что нужно продолжать соблюдать все меры безопасности, рекомендуемые Роспотребнадзором. Также в районе активно идет вакцинация. Сегодня уже в районе используется 4-я партия доз вакцин. С нами сейчас находится заместитель главного врача Дмитрий Мартемьянов. Мы хотим у вас узнать, скажите, пожалуйста, сколько уже нерюнгринцев прошли вакцинацию и сколько сегодня новых доз в районе? Добрый день. На сегодняшний день провакцинировано 2952 человека. Из них полную вакцинацию, то есть 2 раза прошли 1720 человек. 12 апреля мы получили 4-ю партию вакцины «Спутник Ви» в количестве 2000 доз. Соответственно, уже из этой партии мы израсходовали порядка 600 доз вакцины. Осталось у нас 1400. Мы проводим вакцинацию не только в городе Нерюнгри, а также и по другим населенным пунктам. К примеру, в Чульмане хорошо идет вакцинация, в Биркаките хорошо идет вакцинация, в Серебряном Бор мы отправили тоже вакцину, в Хане 50 доз отправляли, в Золотинку и в Венгру уже 2-й раз тоже вакцину отправляем. Итого по Нерюнгрю более 2000 человек провакцинировано, и где-то, наверное, 900 человек провакцинировано, это в поселениях Нерюнгринского района. А скажите, пожалуйста, насколько активно нерюнгринцы идут на эти вакцинации и все-таки по каким слоям идет распределение в первую очередь? В первую очередь мы провакцинировали медицинских работников. Более 600 человек уже наших работников провакцинировалось. Во вторую очередь идут это работники образовательных организаций, это школы, детские сады, учреждения социальной сферы, особенно с круглосуточным пребыванием детей, и лица старше 60 лет. Желающих очень много. У нас на отсроченном ожидании по вакцинации находилось более 1000 человек. Также по предприятиям имеются списки на 2000 с лишним человек, которые потребуется вакцинация в ближайшее время. Спасибо. А мы напоминаем о необходимости соблюдать все меры предосторожности по недопущению коронавирусной инфекции. Сергей. Спасибо. Это была Екатерина Павлова с информацией о ходе вакцинации в Нерюнгринском районе. Далее к темам, связанным с экономикой, и для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, $1 за сутки подешевел сразу на 1,5 рубля и стоит сегодня 75 рублей и 68 копеек. Евро также значительно уступил позиции и остановился на отметке 90 рублей 54 копейки. Покупает и продает сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Восточный банк. Доллар покупает за 75 рублей и 45 копеек, а продает за 76 рублей и 10 копеек. Евро покупает за 90 рублей и 45 копеек, а продает за 91 рубль и 30 копеек. Комбинированный туристический кластер «Российский север Арктики» появится в Якутии. Подробности в экономическом обзоре расскажет Иван Лазаренко. Иван, приветствую. Чем будут удивлять и привлекать туристов этот масштабный проект? Сергей, здравствуй. В том числе в рамках этого кластера появится дворец Эвенков, музей холодной войны и самый настоящий самолет-ресторан. Вы смотрите обзор экономических событий на Якутия-24, в студии Иван Лазаренко. Власти Якутии в рамках создания туристического комбинированного кластера «Российский север Арктики» планируют провести реконструкцию ряда музеев, а также создать визит-центр и гостиничный комплекс. Проект включает создание визит-центра, приобретение транспорта, обеспечение причальной инфраструктуры, проведение дноуглубительных работ, строительство гостиничного комплекса, реконструкцию музеев. В частности, в поселке Тикси запланировано создание дворца Эвенков. На территории кластера также создадут самолет-ресторан. Каркас самолета Ан-12 расположен около аэродрома Тикси-3. Планируется реконструкция музея российско-американского сотрудничества в годы Великой Отечественной войны. В рамках туркластера также появится музей холодной войны на основе брошенного командного пункта дивизии ПВО. Кроме того, будет проведена реновация арктического рекреационного центра. При создании туркластера появится музей литовцев, финнов, поляков и чурапчинских переселенцев.
В конце прошлого года число бедных в России снизилось до 13,5 миллионов человек или 9,2% населения страны, подсчитал Росстат. По данным Федеральной статистической службы, еще в третьем квартале доходы ниже прожиточного минимума имели 18 миллионов 800 тысяч человек или 12,8% населения. Однако накануне Нового года 5 миллионов 300 тысяч человек смогли преодолеть черту бедности. Этому способствовал рост среднедушевых ежемесячных денежных доходов на 22,6%, объяснили в Росстате. Также адресная поддержка семей с детьми с невысокими доходами в период пандемии сыграла одну из главных ролей в снижении уровня бедности в России, отмечают эксперты. Государственная транспортная лизинговая компания, которую возглавляет бывший министр транспорта Евгений Дитрих, согласовала план поставок 45 самолетов, из них 8 Сухой Суперджет-100, новой дальневосточной авиакомпании, создаваемой на базе компании «Аврора». Дальневосточной авиакомпании также будут поставлены 19 новых Ил-114-300, самолеты Л-410 и малый 9-местный самолет «Байкал», который может совершать полеты в труднодоступные районы. В итоге парк компании будет насчитывать 131 воздушное судно, из которых 91 это самолеты, а 40 вертолеты, отметил министр транспорта Виталий Савельев. По его словам, Минтранс совместно с Минвостокразвития и субъектами Дальневосточного федерального округа определили маршрутную сеть, которая включает 535 социально значимых маршрутов, в том числе 100 маршрутов межрегиональных и 435 местных. Госдума обратилась к правительству с предложением продлить до конца 2021 года льготы по налогам и кредитам для наиболее пострадавшего от коронавируса малого и среднего бизнеса. Эти льготы действовали в прошлом году. В законодательство могут внести изменения, согласно которым льготный период будет продлен до 31 декабря этого года и будет предусмотрено приостановление заемщикам своих обязательств по кредитному договору. Депутаты также предлагают продлить нормы, которые освобождают от уплаты налогов малые и средние предприятия из отраслей наиболее пострадавших от коронавируса. Правительство также может рассмотреть вопрос о продлении наиболее эффективных мер антикризисной поддержки населения и индивидуального малого и среднего предпринимательства. Депутаты считают, что нужно пересмотреть условия списания льготных кредитов, выданных пострадавшим предприятиям в прошлом году. Общее количество налогоплательщиков республики, обязанных отчитаться в налоговой декларации по форме 3 НДФЛ за 2020 год, на 12 апреля составило 11 803 человека. Актуальные изменения налогового законодательства в части НДФЛ с 2021 года затронут тех, кто еще не подал декларацию по соответствующей форме. Об этом подробнее в сюжете Надежды Саханской. Заплати налоги и можешь спать спокойно. Старая истина, которая все еще претерпевает изменения. Теперь установленный срок подачи декларации по форме 3 НДФЛ – 30 апреля 2021 года. Такую декларацию обязаны подать физические лица, получившие доход от источников за пределами Российской Федерации, от сдачи квартиры или имущества в аренду, от продажи ценных бумаг и имущества, находившегося в собственности менее 3 лет. Также в 2021 году налоговыми органами будет проводиться массовое начисление гражданам имущественных налогов за 2020 год. Срок уплаты не позднее 1 декабря 2021 года. У нас с этого года внесены изменения в налоговый кодекс Российской Федерации, где указано, что если ранее физические лица декларацию самостоятельно не предоставляли по полученным доходам, например, от продажи квартир, комнат, земельных участков, транспортных средств, которые у них были в собственности менее 3 лет, мы, налоговый орган, самостоятельно не могли начислить налоги, то с этого года, в том случае, если физическое лицо самостоятельно не продекларирует, если такие доходы полученные, то налоговый орган самостоятельно исчисляет по жилым при реализации жилого имущества, например, 70% от кадастровой стоимости. Самое большое изменение расчета имущественных налогов за 2020 год – применение в качестве налоговой базы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогов новой кадастровой стоимости. При этом, согласно нормам Налогового кодекса, увеличение суммы исчисленного налога за 2020 год составит не более 10%. Также установлены новые налоговые льготы по транспортному налогу для 2 категорий граждан – одному из родителей в многодетной семье в отношении одного транспортного средства и физическим лицам, использующим сжиженный газ в качестве моторного топлива.
По транспортному налогу, законом Республики Саха-Якутия были приняты льготы. В этом году, в 2021 году, мы начислим налоги за 2020 год, срок уплаты которых наступит не позднее 1 декабря 2021 года. Там для многодетных семей один из родителей может воспользоваться льготой при предоставлении соответствующих документов. И основная льгота касается именно тех граждан, физических лиц, у которых транспортное средство именно с сжиженным природным газом, на газу, которые транспортные средства ездят, 50% льготы предоставляется. В этом случае именно лица, у которых транспортное средство на газу, они нам должны представить заявление с приложением ПТС-ки. Индивидуальных предпринимателей, пострадавших от коронавирусной инфекции, ждет освобождение от транспортного налога. Оно распространяется на любые транспортные средства, используемые в предпринимательской деятельности. Исключением будут маломерные суда, применяемые в некоммерческих целях и зарегистрированные органами Государственной инспекции МЧС России. Заполнить декларацию по налогам в этом году можно с помощью программы «Декларация-2020», размещенной на официальном сайте Федеральной налоговой службы России налог.ру, или через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Изменения налогового законодательства с 2021 года уже приняты и скоро начнут действовать. Надежда Саханская, Григорий Охлопков, Якутск. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24. Сергей, ну а на этом я с тобой прощаюсь и передаю слово тебе. Иван, спасибо. Это был Иван Лазаренко, а мы идем далее. В Москве показали новый беспилотный комплекс «Зала Арктик», адаптированный к работе в условиях арктических широт. Устройство может работать при значительных отрицательных температурах, оснащено собственной навигационной системой и может производить дешифровку первичного материала прямо на борту. Также можно безопасно проводить многочисленные разведывательные операции и регулярный мониторинг ледовой обстановки. Возможности техники помогают планировать работы по добыче нефти и газа, где необходимы точные прогнозы погоды и ледовой обстановки. Операторы беспилотной авиационной системы могут автономно проживать в Арктике в специально разработанном всесезонном жилом модуле на базе морского контейнера. Чем этот коптер отличается вообще от всех остальных на рынке? Отсутствие GPS. В условиях городской застройки, в условиях радиоэлектронной борьбы для любого коптера потеря связи, потеря GPS – это достаточно критичные условия. Мы на своем коптере сделали решение, которое позволяет ему, во-первых, распознавать объекты, во-вторых, производить полет в полном режиме радиомолчания. А в Якутске продолжаются командно-штабные учения, отрабатываются вопросы межведомственного взаимодействия, уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в случае чрезвычайной ситуации сил и средств. В местности Усхатын проходят учебные спуски с вертолета. За их ходом наблюдает наш корреспондент Алексей Лукьяненко. Как вы можете видеть, в данный момент сейчас сотрудниками МЧС проходит разгрузка по спусковому устройству. Если, скажем, обычно в чрезвычайных ситуациях у нас сотрудники, когда десантируются с парашютом, они используют заднюю рампу, то сегодня это спусковое устройство. Также в целом группа состоит из 11 человек. Также у них имеется специальное устройство. На спине имеется огнетушитель, которого литровка составляет 20 литров. В целом группа МЧСников состоит из 11 человек. 11-й – это выпускающий. Заведомо до этого, где-то минут 20 назад, сейчас пожар также отрабатывали сотрудники различных специализированных ведомств. Пустые улицы на крошечном Карибском острове Сент-Винсент выглядят так, будто их укрыло цементом. Над ними прошел дождь, смешавшийся с горячим пеплом, который выбрасывает вулкан. Город опустел, местные жители опасаются выходить из своих домов. В воздухе остаются частички пепла. Дышать на улицах очень сложно.
Вулкан Суфриер ожил в минувшую пятницу. После десятилетий бездействия столб дыма поднялся на высоту в 10 метров. Власти объявили масштабную эвакуацию. Небо в регионе закрыто для полетов. Часть острова также изолирована. Сообщений о жертвах не поступало, однако жители жалуются на перебои с электричеством и водоснабжением. Израиль разрешит ограниченный въезд вакцинированных туристических групп в следующем месяце. Собственная прививочная кампания в стране резко снизила уровень заражения COVID-19. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Привившиеся и имеющие антитела к коронавирусу иностранные туристы смогут посетить Израиль с 23 мая. Правда, численность групп сначала будет ограничена. Цифр Министерство здравоохранения и туризма пока не приводит. На более позднем этапе число организованных туристов будет расширено. Начнут пускать и индивидуальных путешественников. Подробный план чиновники обещают опубликовать в ближайшие дни. Все иностранные гости должны будут представить отрицательный ПЦР-тест перед посадкой на рейс и серологический тест для подтверждения своей вакцинации по прибытии в аэропорт Бен-Гурион близ Тель-Авива. По словам Йора Маккенеса, микробиолога компании «Омега Израиль», вернуть туристов помогло изобретение ученых, которое позволяет брать анализы на коронавирус прямо по прилету. Все эти очень простые средства диагностики коронавируса, которые мы используем в аэропортах, помогли контролировать болезнь и позволили в итоге открыть небо и для въездного туризма, и для путешествий за границу. Израиль закрыл границы в начале пандемии в марте 2020 года. Возвращение иностранцев подтолкнет экономику страны к восстановлению, которое сократилось на 2,5% в минувшем году и нанесла ущерб туристическому сектору. Уровень безработицы в Израиле составил около 10%. Национальный банк страны прогнозирует рост израильской экономики до 6,3%, если темпы вакцинации будут поддерживаться. Сейчас в государстве привились около 5 миллионов из 9 миллионов 300 тысяч населения страны. В настоящее время в Израиле насчитывается 3369 активных случаев заболевания COVID-19, а число ежедневных инфекций сократилось примерно до 200. После рекордного турпотока в 4,5 миллиона иностранцев в 2019 году только 832 тысячи посетили страну в 2020. Это привело к потере 5 миллиардов 300 миллионов долларов дохода, сообщило Министерство туризма. Французские курсанты приняли участие в тренировке плечом к плечу с роботами. Учения прошли в лагере, расположенном на западе республики, в городе Гер, и длились 3 дня. В них были задействованы ученики общевойсковой школы. Они управляли высокотехнологичными устройствами, среди которых нашлось место даже герою интернета Спот от Boston Dynamics. Впрочем, не только американский робот учился сражаться за ценности Пятой Республики. Местные машины тоже встали в строй. Их представила фирма Nexstar. Во время учений военные симулировали различные боевые ситуации, а роботов использовали для разведки, поддержки, прикрытия, а также транспортировки грузов. А британские экологи пытаются восстановить популяцию местных устриц. По словам энтузиастов, это позволит не только спасти вид, но и сделать гораздо чище окружающие королевство воды, рассказывает Татьяна Гамозова. Британские защитники природы пытаются восстановить популяцию устриц у берегов Соединенного Королевства. В рамках посвященного этому проекта они поместят около 4000 особей в специальные подводные садки в надежде получить от них потомство, которое выпустят в океан. Как говорит зоолог Селин Гэмбл, численность европейских диких устриц за последние 150 лет сократилась на 95% из-за вылова, загрязнения окружающей среды и болезней. Гэмбл надеется, что ей и ее коллегам удастся не только спасти вид от вымирания, но и очистить с их помощью прибрежные воды. Ведь одна единственная устрица может отфильтровать около 200 литров воды в день. Кроме того, рядом с колониями этих моллюсков, которые называют также устричными рифами, охотно селятся другие морские создания. При успешном восстановлении биотопа тысячи устриц собираются и живут вместе, формируя своего рода риф. В этот момент другие обитатели моря начинают взаимодействовать с ними. И наши садки становятся питомником также для рыб, хорошо нам известных, таких как морской окунь, например. Это еще один пример, как полезны устрицы. Энтузиасты планируют разместить почти 150 таких садков у берегов Уэльса, северо-востока Англии и Шотландии. Они также надеются, что
их примеру последуют другие люди, увлеченные экологическими проблемами. Проект по спасению устриц рассчитан на 3 года. Он привлек уже более 1 миллиона фунтов стерлингов пожертвований. Это свыше 120 миллионов рублей. Танец на одном дыхании исполнила испанская танцовщица Ариадна Хафес на дне 10-метрового бассейна в Италии. Ее танец стал сюжетом для 3-минутного фильма французского режиссера и продюсера Бастиана Салея. Съемки проходили в октябре прошлого года в северном итальянском городе Монтегротто-Терме. Они длились 5 дней. Каждый дубль сделан за одно дыхание, чтобы набрать в легкий воздух. За время съемок танцовщица и оператор поднимались на поверхность 120 раз. Погружения длились в среднем по 1,5 минуты. Уроженка Канарских островов, которую пресса окрестила танцующей сиреной, уже успела прославиться своей любовью к подводным перформансам. Возвращаемся в Россию. Отряд ракетных кораблей Черноморского флота вышел на морские полигоны для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки сил за зимний период обучения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. По данным ведомства, отряд провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении нейтральных сил флота. В ходе тренировки экипажи кораблей провели одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по подводным и воздушным целям. Сообщается, что в учениях были также задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота. С начала текущего года у жителей Мирнинского района мошенники похитили более 14 миллионов рублей. Самый распространенный вид мошенничества по-прежнему – это звонок из банка. На втором месте – обман при купле или продаже вещей в интернете. Также уверенно набирает обороты лжеброкерство. В преддверии сезона отпусков активизировались сайты-двойники по продажам псевдоавиабилетов. Так, жительница Мирнинского района стала жертвой мошенников, приобретя авиабилет на фальшивом сайте, который привлек ее внимание низкими ценами. Гражданам были причинены крупный ущерб. Это звонили якобы со Следственного комитета России, представлялись, якобы у них были возбуждены уголовные дела, и гражданам якобы также полагалась компенсация в размере до 500 тысяч, доходило до миллиона, разные суммы. Граждане, сами не подозревая того, что они разговаривают с мошенниками, предоставляли и свои реквизиты банковских карт и вносили денежные средства, дабы получить какую-то компенсацию. Подозреваемого в мошенничестве при покупке смартфонов через сайт объявлений установили в Якутске. В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что у нее украли дорогостоящий телефон. Подозреваемым оказался ранее судимый за угон автотранспорта 19-летний местный житель. Тему продолжит мой коллега Юрий Осипов в рубрике «Чрезвычайные происшествия». Юра, приветствую, ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Сергей. Выяснилось, что ранее горожанка разместила на одном из сайтов объявление о продаже смартфона. Ей позвонил покупатель, и они договорились встретиться. Во время встречи покупатель сообщил, что перевел деньги продавцу через мобильный банк и показал экран своего телефона, где якобы отображались данные перевода. После этого незнакомец забрал товар и ушел. Вскоре стало очевидным, что никаких денег на счет заявительницы не поступило. Позже выяснилось, что она не единственная жертва мошенника. Еще одной жертвой лжепокупателя стал другой горожанин. Подозреваемый сдал похищенные смартфоны в один из цифровых ломбардов города. В ходе обысковых мероприятий одно похищенное устройство было изъято. Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Заместитель генерального директора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами обвиняется в злоупотреблении полномочиями. В результате ее преступных действий ущерб составил более 1 миллиона рублей. Отмечается, что на период предварительного следствия фигурантке была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В качестве обеспечительной меры по возмещению причиненного материального ущерба по инициативе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой. По версии следствия, обвиняемая в период 17 по 18 годы, достоверно зная, что на расчетном счете фирмы имеются денежные средства, используя свои полномочия вопреки законным интересам этой организации, дала бухгалтеру обязательные для исполнения указания по переводу денежных средств на свои личные банковские счета под видом выплаты заработной платы и иных платежей работникам. В
в результате чего на счета обвиняемой поступили денежные средства организации на общую сумму свыше 1 миллион 100 тысяч рублей, которые ею использованы на иные цели, не связанные с уставной деятельностью организации. Полицейские задержали подозреваемых в грабеже в Якутске. По сообщению регионального МВД на пульт оператора 02 поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома двое неизвестных с применением насилия отобрали сотовый телефон и наручные часы. Подозреваемыми оказались двое безработных местных жителей в возрасте 31 и 27 лет. Выяснилось, что поздно вечером потерпевший возвращался домой, находясь в нетрезвом состоянии. Возле продуктового магазина он встретил двоих незнакомцев, с которыми продолжил распитие алкоголя. Через некоторое время компания решила зайти в ближайший подъезд. В подъезде жилого дома между ними возник конфликт. Новым знакомым показалось, что заявитель грубо с ними обращается. Приятели начали избивать мужчину, после чего сняли наручные часы, забрали сотовый телефон и кошелек. Похищенный смартфон они сдали в ломбард. В их отношении возбуждено уголовное дело. Житель Сунтарского района осужден на 13 лет за убийство. Об этом сообщает прокуратура Якутии. В июне прошлого года пьяный 23-летний мужчина пришел домой к потерпевшему и, разбудив его, вызвал на улицу, где между ними произошел конфликт, переросший в драку. В ее ходе подсудимый не менее 9 раз ударил мужчину по голове профильной трубой. В суде подсудимый вину в умышленном совершении особо тяжкого преступления не признал, выдвинув версию, что убийство им совершено в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения. Однако присяжные заседатели признали убедительным представленные государственными обвинителями прокуратуры доказательства и вынесли единодушный обвинительный вердикт, а также пришли к мнению о том, что подсудимый не заслуживает снисхождения. Его приговорили к 13 годам и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения топлива с предприятия в Якутии. Подозреваемый водитель данной организации. Договорившись с одной из сотрудниц предприятия, он получал путевые листы, однако по указанным в них маршрутам не выезжал, а с помощью специального приспособления накручивал показания счетчика километража служебного автомобиля. Излишки же топлива сливал и продавал сторонним лицам. Установлена причастность фигуранта к хищению свыше 3 тонн дизельного топлива на сумму около 170 тысяч рублей. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на установление круга лиц из числа работников и руководителей организаций, причастных к систематическим хищениям ГСМ. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении предполагаемых участников преступной схемы. Сильный пожар произошел во вторник в одной из школ в столице Нигера, в городе Ниамей. Погибли по меньшей мере 20 детей. Все они занимались в подготовительных классах. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 20 учащихся подготовительных классов погибли во вторник в результате сильного пожара, охватившего школу в одном из бедных районов столицы Нигера Ниамея. Как рассказали спасатели, огонь полностью уничтожил 21 соломенную хижину, в которых располагались учебные комнаты. Пламя распространялось так быстро, что некоторые дети оказались в ловушке. Причину возникновения пожара пока не установлена. Полиция ведет расследование происшествия. На место трагедии прибыл премьер-министр страны Ухумуду Махамаду. Потерять таких маленьких детей, особенно в начале Рамадана, это очень печально. Мои соболезнования их семьям. Мы разделяем их горе, ведь это были наши общие дети. Если выяснится, что это был поджог, мы сделаем все, чтобы преступники были наказаны. По данным местных властей, в общей сложности в школе обучались около 800 человек, включая тех, что занимались в подготовительных классах. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и увидимся в следующих выпусках. Сергей, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юра, спасибо. Мы идем далее и возвращаемся в Якутию. Управление автомобильных дорог республики открыло сезон ремонтных работ на территории региона. Всего за этот год планируется отремонтировать и привести в нормативное состояние более 200 километров дорог по республике. Все это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В теме разбирался Дмитрий Тымыров.
Сезон ремонта в управлении автомобильных дорог республики открывают с этого месяца. Так, на автодороге Хатасы регионального и межмуниципального значения начались работы по благоустройству, начиная от 0-го километра. Сегодня здесь идет подготовка для устройства 2 новых водопропускных труб из гофрированного металла. На данном объекте мы уже дошли до низа отметки трубы двухочковой диаметром 2 метра. И планируем дальше разработать под подушку котлован под цементогрунт и в дальнейшем уже установить трубу и засыпкой. Сейчас вот уже идет завершение, и работа будет на 2 водопропускных трубах. Это значит первая вот на реке Шестаковка. Дальше там у нас есть еще в одном месте 1,5-метровая труба. И самая главная задача — это до паводка нам необходимо все эти работы по водопропускным трубам завершить. А после восстанавливать земляное полотно, стабилизировать и укреплять грунт неорганическими вяжущими материалами. Кстати, данную технологию в управлении начали применять с 2019 года. По их словам, это максимально выгодный вариант, который зарекомендовал себя с лучшей стороны. В первую очередь это экономия бюджетных средств. Во-первых, почему это идет? Это значит, применение инертных материалов, оно уже по минимуму. Значит, основание, которое здесь лежит, вот это асфальтировано, оно будет, по-простому говоря, дробиться и смешиваться с цементом. То есть бетонное основание у нас будет происходить, а дальше уже и на нее налаживаться асфальт. Значит, мы не ввозим сюда материалы. А уже летом здесь начнутся работы по асфальтированию, обустройству примыканий и пересечений, нанесение разметки. Далее до 15 октября планируют монтаж автопавильонов, укрепление обочин, установку дорожных знаков и уличного освещения. В целом, в рамках национального проекта в этом году планируется привести в нормативное состояние порядка 216 километров дорог республиканского значения. В основном эти работы будут проводиться на автодорогах Умнас, Нам, Яна, Анабар, Абалах, Мюрю. Вот. И сегодня уже на 14 объектах из 24 начаты работы. Вот. Законтрактованы вообще все 24 объекта уже в феврале-марте месяце. На эти цели сегодня предусмотрено более 2 миллиардов рублей, из которых 496 миллионов из федерального бюджета. По словам генерального директора Управления дорог республики, все работы идут по плану и должны быть завершены к сроку. Дмитрий Тымыров, Иван Яковлев, Павел Пахомов, Якутск. Тему раздельного сбора мусора давно начали продвигать якутские экоактивисты. Так, благодаря неравнодушным жителям столицы уже в нескольких дворах города стоят специальные контейнеры для раздельного сбора. О том, как вести разделение отходов и в чем заблуждаются сторонники традиционных мусорных полигонов, расскажет Саргалана Неустроева. Один из главных аргументов тех, кто не собирается переходить на раздельный сбор и осознанное потребление в том, что все вторсырье все равно попадет на свалку. Следовательно, все потуги улучшить экологическую обстановку в республике тщетны. Однако это не так. Те фракции, которые предлагаем сортировать в пилотном проекте, это картон, алюминиевые банки и бутылки. Также мы всегда рекомендуем жителям города отделять отдельно крышки и батарейки. Там тоже нет никакой сложной подготовки вторсырья. Мы после заготовления вторсырья его сбываем, и на вырученные деньги нам удается содержать штат людей и даже где-то зарабатывать, и эти деньги вкладывать дальше в развитие. За 1,5 года работы якутская экологическая компания установила 20 пунктов сбора. А уже к середине мая в Якутске таких баков станет 30. При этом около 90% вторсырья генерирует бизнес. Эта огромная гора вторичного сырья принадлежит всего лишь одному торговому объекту. В неделю здесь собирают от 70 до 100 кубов картона. Только представьте, что будет, если каждый предприниматель в городе перейдет на раздельный сбор.
Как признается руководитель экокомпании, сейчас подготовка вторсырья стремительно развивается как бизнес. И порой за картон буквально приходится конкурировать. Все вторичное сырье города приезжает сюда, на производственную базу якутской экологической компании. Весь этот картон будет сортироваться вручную. Поэтому очень важно подходить к вопросу раздельного сбора серьезно. 20% они осознанно это делают. А так в основном мучаемся, а что еще сделаешь? Короче, мы забираем только картон и, как сортируем там. Там же у них ставка же идет как наподобие ячейки. Ячейки отдельно, полиэтилен отдельно, картон отдельно. Тем не менее, несмотря на все сложности, уже сейчас компания подумывает над разработкой других интересных мероприятий в рамках проекта. Загадывать пока не хотят, все-таки есть еще над чем работать. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, Якутск ждет гораздо более экологичное будущее. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Далее к спортивным темам. Официальный экипировщик олимпийской команды России «За спорт» при сотрудничестве с Олимпийским комитетом представил форму сборной страны для Олимпийских игр в Токио. Коллекция содержит более 50 единиц, в том числе парадный костюм и купальные принадлежности. Напомним, по решению спортивного арбитражного суда спортсмены из России не смогут выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года. При этом атлеты смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Также Россия лишается на 2 года права претендовать на проведение спортивных мероприятий вроде Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира. Кроме того, российским чиновникам запрещается посещать крупные международные соревнования. Уникальность в этих костюмах это в том, что мы придерживаем прежде всего наш флаг, который мы, к сожалению, не можем использовать. И, конечно, мы еще не упомянули, что у нас будет логотип олимпийский знак Олимпийского комитета России, то, что нам разрешили. Естественно, это футуристический стиль, к которому мы пришли. Мы хотим идти в ногу со временем. У нас технологические ткани. У нас было быстрое принятие решений, когда нужно было своевременно предоставить кассу Международному олимпийскому комитету. И я думаю, что одна из наших уникальностей – это то, что мы идем достаточно всеми требованиями, которые нам говорят, тому регламенту. Качественный срок и, конечно, наши олимпийцы и наши будущие олимпийцы, спортсмены, они удовлетворены этим костюмом. Баскетболисты казанского «Уникса» вышли в финал Евролиги, второго по значимости европейского клубного турнира. Детали знает Власий Сергеев. Власий, добрый день. Кого россияне обыграли в полуфинале и с кем им предстоит встретиться в финале турнира? Сергей, здравствуй. В 1/2 финала казанцы оказались сильнее итальянского клуба «Виртус». Ну а в финале Еврокубка им будет противостоять французский «Монако». Здравствуйте, в эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Баскетболисты казанского «Уникса» обыграли итальянский «Виртус» в третьем матче полуфинала Еврокубка. Встреча прошла в Болонье и завершилась со счетом 100-107. Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев площадки Милош Теодосич, набравший 25 очков. В составе казанцев самым точным был его коллега по амплуа Джамар Смит. На его счету 24 балла. Таким образом, «Уникс» выиграл серию до 2 побед со счетом 2-1. В финале турнира российский клуб сыграет с французским «Монако», который в своей полуфинальной серии со счетом 2-0 победил испанскую Гран-Канарию. Первый матч финального противостояния состоится 27 апреля. Футболисты испанского «Реала» в гостях сыграли в 0-ую ничью с английским «Ливерпулем» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышли в полуфинал турнира. Напомним, в первой игре сливочные на своем поле обыграли мерсисайдцев со счетом 3-1. «Реал» вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые сезона 2017-2018. Тогда мадридский клуб стал победителем турнира. В следующих 2 розыгрышах Лиги испанцы вылетали на стадии 1/8 финала. В полуфинале турнира «Реал» встретится с английским «Челси», который в четвертьфинале прошел португальский «Порту». В другом матче игрового дня английский «Манчестер Сити» на выезде одержал победу над немецкой «Боруссией» из Дортмунда. Встреча завершилась со счетом 2-1. В составе горожан результативными ударами отметились Рияд Маррес и Фил Фоден. Единственный мяч хозяев поля забил 17-летний Джуд Беллингем. Напомним, в первой игре «Сити» на своем поле обыграл соперников с аналогичным счетом. В полуфинале турнира подопечные Пепа Гвардиолы сойдутся с французским ПСЖ, который в 1/4 оказался сильнее немецкой «Баварии». Первые
полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 27 и 28 апреля, а ответные встречи 4 и 5 мая. Заброшенная шайба и голевая передача Александра Овечкина помогли Вашингтону со счетом 6-1 выиграть у Филадельфии в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей помимо россиянина взятия ворот провели Конор Шири, Том Уилсон, Никлас Бэкстрём, Карл Халегин и Энтони Манта. У гостей отличился Шон Кутюрье. Теперь в активе Овечкина 22 шайбы и 16 ассистов в текущем сезоне. Его Вашингтон лидирует в таблице Восточного дивизиона, набрав 60 очков. Филадельфия идет на шестой строке, имея в активе 44 пункта. В следующем матче Вашингтон дома примет Баффало, а Филадельфия сойдется с Питтсбургом. Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Сальваторе Карузо в первом матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс», который проходит в Монте-Карло. Встреча продолжалась 1 час 7 минут и завершилась со счетом 6-3, 6-2. В следующем раунде россиянин сыграет с испанцем Роберто Баутистой Агутом. В данный момент 23-летний Рублев занимает 8-е место в рейтинге ATP. В его активе 8 титулов под эгидой данной организации. На стартах серии «Большого шлема» лучшим результатом россиян является выход в четвертьфинал. Студент Северо-Восточного федерального университета Яник Самплей признан лучшим бомбардиром Липецкого мини-футбольного клуба ЛКС сезона 2020-2021. В регулярном чемпионате Высшей лиги России и на Кубке страны его арийский футболист забил 21 гол. В этом сезоне ЛКС выиграл регулярное первенство среди команд западного дивизиона, но затем уступил в двухматчевом противостоянии Ростову в 1/8 финала соревнований. Напомним, Яник Самплей ранее выступал за якутскую «Зарю», в составе которой также становился лучшим бомбардиром команды и дивизиона. 3 воспитанника якутской школы вольной борьбы выступят на чемпионате Европы в составе других стран. Как сообщает ЕСИА, в заявку сборной команды Беларуси на эти соревнования были включены Арьян Тютрин в весе до 57 килограмм и Андрей Бекренев в категории до 65. Цвета команды Польши представит Эдуард Григорьев, который будет состязаться в весовой категории до 61 килограмма. Чемпионат Европы стартует 19 апреля в Варшаве. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Сергей, у меня на этом все. Передаю слово тебе. Власий, спасибо. Мы продолжаем выпуск и сейчас расскажем, чем знаменит в истории этот день, 15 апреля. 15 апреля – Международный день культуры. Сегодня также День экологических знаний. Он ежегодно отмечается во многих странах мира. 15 апреля – День специалиста по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России и Дни защиты от экологической опасности в России. С 15 апреля и вплоть до 5 июня в российских регионах проводятся мероприятия экологической направленности. По народному календарю, если сегодня воробьи расчирикались, то день будет солнечным, а если голуби разворковались, то это к теплу. 15 апреля 1912 года в Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер «Титаник» после столкновения с айсбергом. В 1951 году в Лондоне в этот день состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». 15 апреля 1452 года родился Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения. В 1684 году в этот день родилась Екатерина I, российская императрица, вторая жена Петра I. 15 апреля 1707 года появился на свет Леонард Эйлер, швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик и академик. В 1858 году в этот день родился Эмиль Дюркгейм, французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной науки. 15 апреля 1912 года родился Ким Ир Сен, корейский политический деятель, основатель и первый глава Северной Кореи. В 1949 году в этот день на свет появилась Алла Пугачева, советская и российская эстрадная певица и актриса, народная артистка СССР. В Якутии сегодня празднуют 70 лет со дня рождения Анатолия Кожевникова, врача-инфекциониста, заслуженного врача ЯССР, отличника здравоохранения Якутии. Именины в этот день празднуют Георгий, Григорий, Ефим и Тит.
До конца сезона в Русском драмтеатре имени Пушкина состоится долгожданная премьера. Это новая постановка Андрея Борисова по произведению Владимира Федорова «Запасной аэродром». Сам спектакль должен был встретить зрителей еще в прошлом году, если бы не пандемия коронавируса. «Запасной аэродром» станет продолжением темы воздушной трассы Алсиб, уже однажды затронутой в легендарном спектакле «Два берега одной победы». Это рассказ о том, какая доля в сложное для страны время выпала на плечи тех, кто приближал День Победы глубоко в тылу. Премьера спектакля состоится завтра, 16 апреля. В этом случае и в этой истории все-таки дорога к победе, поскольку запасной аэродром – это очень важно, это спасение для летчиков, для боевой техники, которая тогда по Алсибу переправлялась от Америки в Советский Союз, и запасной аэродром многих-многих спас. Поэтому это и спасение, и веры, и победы, и любви, и судьбы. Специалисты Приморской краевой поисково-спасательной службы спасли тихоокеанского белобокого дельфина на побережье Амурского залива в пригороде Владивостока. Сейчас на ваших экранах кадры спасательной операции. Совместно с представителями реабилитационного центра морских млекопитающих «Тюлень» специалисты Владивостокского спасательного отряда переместили дельфина в глубину моря. И в завершении коротко о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня переменная облачность 0 градусов. Вечером -7, ночью ожидается снег -9, сильный северо-западный ветер до 10 метров в секунду. В Нерюнгри тоже переменная облачность, днем +1 градус, ветер северо-западный до 9 метров в секунду. Вечером значительно похолодает, до -10, ночью -14. В Ленске тоже тепло, +2, практически весь день идет снег. К вечеру температура опустится до -2 градусов, ночью немного холоднее, -5. Ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. В алмазной столице сегодня тоже временами снежно, в Мирном +2, ветер юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Вечером похолодает до -4, а ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. И в столице республики сегодня солнечно, в Якутске днем 0 градусов, однако ночью облачно, столбики термометра опустятся до -13. Слабый юго-восточный ветер, давление 743 мм ртутного столба, влажность воздуха 28%. На этом выпуск подошел к концу. Спасибо, что смотрели нас в течение этого часа. Помните о безопасности, не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию. Оставайтесь на телеканале Якутия-24.